Итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей среды. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Некачественные услуги ЖКХ будут оплачиваться в меньшем размере, а дети получат дополнительные соцвыплаты. Президент Владимир Путин подписал поправки в жилищный кодекс и поручил помочь семьям. Управление автодорог опубликовало даты открытия ледовых переправ в регионе. Полюс Алдан, несмотря на коронавирус и его последствия, добыл рекордные 6 тонн золота. А на одной из домашних ферм Якутска появились необычные для нашего региона питомцы – птенцы африканского страуса. Дистанционное обучение продолжает набирать популярность в Ленске. А в конце программы расскажем о первой женщине-строителе Нерюнгри, в трудовой книжке которой вот уже несколько лет лишь единственная запись. Президент России Владимир Путин подписал поправки в жилищный кодекс о снижении платы за коммунальные услуги, если они были оказаны некачественно. Законом устанавливается, что при оказании услуг с нарушением качества жителям должны сделать перерасчет платы. До сих пор перерасчет полагалось сделать лишь если услуги предоставляются с перерывами. Сделать перерасчет платы должна управляющая или ресурсоснабжающая организация, ТСЖ или жилищный кооператив. Также президент поручил рассмотреть вопрос о новой выплате на детей. Путин подписал закон, по которому срок автоматического начисления выплат на первого и второго ребенка до 3 лет продлевается до марта следующего года. Такой порядок действовал с апреля и заканчивался в октябре. Речь идет о семьях, среднедушевой размер дохода которых не больше 2 прожиточных минимумов. Разработчики надеются, что таким образом удастся сохранить здоровье родителей и детей, ограничив социальные контакты. В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Якутией и урановым холдингом «Атомредмедзолото», горнорудным дивизионом госкорпорации «Росатом». Оно заключается в реализации программы деятельности научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития». Новый индустриальный партнер НОТ-Север, акционерное общество «Атомредмедзолото», является членом Всемирной ядерной ассоциации «Холдинг активного развития» и неурановым направлением бизнеса. Такие как производство тепловой и электрической энергии, горно-шахтового оборудования, инжиниринг и научные исследования. Якутия и компания будут сотрудничать в области разработки и внедрения высокотехнологичной продукции, проведения совместных научных исследований и подготовки кадров. Мы уверены, что с нашими как раз индустриальными партнерами, в сотрудничестве с научными институтами наших дальневосточных регионов, мы реально сможем через НОТ-Север добиться появления и новых прорывных технологий, и более глубокого фундаментального изучения особенностей поведения живых организмов на Севере. То есть как раз сможем продвинуться вперед и в части развития и российской, и мировой науки в области как раз касающейся развития Арктики. Мы уже давно присутствуем на территории. У нас есть проект «Лунная» в Алдане, есть Илькон с самыми большими запасами урана в мире. Вот Российская Федерация на 2-м месте в мире по запасам урана. Из них в большей степени это заслуга того, что в России на территории Якутии есть Илькон. Совершенно уникальный проект, который у нас сейчас только начинает развиваться, потому что у нас сделано порядка нескольких единиц пока машин. Мы делаем их у себя в Краснокаменске, это Забайкальский край, не так далеко от Саха-Якутии. Основная приоритетная задача у нас, которая сейчас существует, это довести емкость аккумуляторной батареи до 5 часов работы. Мы это делаем совместно с ТВЭЛом, это тоже дивизион госкорпорации «Росатом». Они как раз занимаются кадмий-никелевыми работами. И думаю, вот эта синергия нам даст результат. Золотодобывающее предприятие «Полюс Алдан» продолжает показывать производственные достижения. Несмотря на трудности и ограничения, возникающие с распространением коронавируса, компания к середине октября добыла 6 тонн золота, чем улучшила показатели прошлого года. С подробностями Руслан Павлов.
Результаты производственной деятельности золотодобывающей компании «Полюс Алдан» в 2020 году превосходят не только прошлогодние показатели, но и текущее плановое задание. На данный момент «Полюс Алдан» уже добыл больше 6 тонн золота. Результат обусловлен многими факторами, в том числе техническим перевооружением всех переделов производства. Мы сегодня видим, что на этой фабрике можно сделать еще серьезные шаги в части увеличения. И я надеюсь, что в ближайших 2 года мы действительно на этой фабрике еще достигнем достаточно серьезных результатов по переработке. Очень надеюсь, при том, что все-таки содержание в рудах снижается, сохранить извлечение и вполне возможно, учитывая новые технологии, новые знания, увеличивать извлечение этой фабрики. Основные показатели, порядка 90% общего объема добытого золота, обеспечивает золотоизвлекательная фабрика. Остальное дает цех кучного выщелачивания. Работа здесь носит сезонный характер, поэтому добыча драгоценного металла приостанавливается с наступлением зимних холодов. В этом году коллектив цеха КВ «Надежный» выполнил план по производству лигатурного золота на 130%. Перевыполнение плана отмечено по переработке и укладке руды. Поэтому мы сегодня эти отвалы или руду, которая накопилась в течение этих лет, не только перерабатываем, мы наводим порядок на территории самого рудного поля. И да, эффект действительно очень высокий, потому что и исследования были серьезные, и сейчас сопровождение, очень хорошее сопровождение мы проводим внутри полюса этой программы. И вот факт этого года извлечения порой на некоторых площадках показывает более 80%. Это даже по мировой практике достаточно высокий коэффициент. Стиль руководства и успехи золотодобывающей компании были отмечены на самом высоком уровне. Владимир Путин подписал указ и наградил управляющего директора «Полюс Алдан» Алексея Носкова медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Руслан Павлов, Александр Лукин, поселок Нижний Куранах. К другим новостям. В Управдор Вилюй назвали сроки открытия ледовых переправ на трассах Вилюй и Колыма. Даты сейчас на ваших экранах. Проезд автомобилей массой до 4 тонн через реку Вилюй на участках федеральной трассы Вилюй откроется в конце ноября, начале декабря. Через реку Лену на участке Якутск-Нижний Бестях с массой до 10 тонн с 5 января 2021 года. Сейчас дорожники приступили к подготовительным работам и по обустройству ледовых переправ и подходов к ним. В настоящее время на въездах установлены запрещающие дорожные знаки и посты дежурного. За сбор бивни мамонта без лицензии грозит штраф до 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в Минпромгеологии Якутии. Выдержка из сообщения. Как показывает практика, желающих заработать на останках древних животных становится все больше. Именно поэтому возникает необходимость в регулировании отрасли на федеральном уровне, поскольку в действующем законодательстве, к сожалению, нет прямой ответственности за самовольное извлечение палеонтологических материалов из недр, почвы или водных объектов, прокомментировали в ведомстве. Театр города Мирного перешел под крыло Русского драмтеатра имени Пушкина. Это старейший театр Дальнего Востока. Как заявили в региональном Минкульте, это не оптимизация. Главная задача – вернуть в Мирнинский театр зрителя, а также обеспечить финансовую прозрачность и навести порядок в учреждении. Дело в том, что Мирнинский театр сегодня самый малопосещаемый театр региона. Просторный зал на 500 мест закрыт. Театр много лет работает только в камерном формате на 120 мест, из которых чаще всего занято не более половины. Это при том, что в городе 32 тысячи человек, но в Мирном театр монополист и не конкурирует с другими театрами и огромным числом кинотеатров и других развлекательных площадок. Сегодня же в условиях пандемии необходимо рассмотреть работу без тесного контакта со зрителями в спектаклях малых форм. Дворец детского творчества участвует в конкурсе поддержки местных инициатив с проектом о ремонте крыльца концертного зала. Сам концертный зал был построен в 1987 году, и в течение вот уже 33 лет никакие ремонтные и восстановительные работы не производились. Хотя в здании ежегодно проводятся различные мероприятия не только городского, но и республиканского масштаба. И за один только учебный год, не считая периода пандемии, его посещают более 40 тысяч человек. Если мы выиграем этот конкурс, будут финансовое обеспечение для ремонта нашего крыльца. Поэтому в связи с этим
Мы очень просим, инициативная группа, поддержать наш проект и проголосовать за наш проект. Да. Можете вы проголосовать в инстаграме нашего Дворца детского творчества. Есть там ссылка. Заходите и поддерживайте наш проект. В фермерском хозяйстве в пригороде Якутска появились необычные обитатели. Помимо привычных для нашего региона коз, лошадей, там теперь разводят африканских страусов. На ферме побывал мой коллега Петр Васильев. В хозяйстве семьи Фурасо необычное пополнение. Здесь появились на свет 3 птенца африканского страуса. Яйца закупили в Москве в начале сентября, и после 40 дней специализированного ухода птенцы вылупились. Сейчас они под чутким надзором своих человеческих родителей обитают в импровизированном вольере. 5 лет назад это вообще бредовая мысль пришла в голову. На тот момент стоял вопрос, каких страусов взять, африканцев или эму. Но человек, у которого мы брали птенцов, посоветовал: научитесь сначала на австралийских. То бишь это живучее существо, которое, как говорится, как крыса неубиваемая. Ну, в общем, мы 5 лет тренировались, получается, на этих страусах. Ну и в этом году так подвернулось, знаете, вот бах, в голову стукнуло, а почему бы нет? Поэтому решили попробовать африканцев. Первые 7 дней птенцы не должны питаться ничем. Только с 3-го дня они могут пить воду. Сейчас они начали клевать специализированный сбалансированный корм. Скоро семья планирует включить в рацион тертую морковь. Это не первый опыт разведения страусов. Первые птицы в хозяйстве появились порядка 5 лет назад. Ими стали вот эти вот австралийские страусы эмо. Они достаточно небольшие, всего лишь 170 сантиметров в высоту. Их африканский собрат вырастает до 2,5 метров и может весить порядка 150 килограмм. Крестьянское фермерское хозяйство семьи Фурасо обширное. Одних только коз насчитывается порядка 30 штук. Помимо этого фермеры разводят уток, кур, гусей, индюков, фазанов, павлинов. Также содержат пони и даже лису. Что, позирует, да? Сейчас семья думает над проектом будущего вольера для новых подопечных. Специально для африканских страусов к лету на территории фермы построят помещение для свободного выгула. В планах у фермеров также получить от редких для нашего региона птиц первое потомство. Петр Васильев, Джоустан Акентьев, Якутск. Сейчас короткая пауза. Продолжим через минуту и смотрите далее. Дистанционное обучение продолжает набирать популярность в Ленске. Онлайн освоили в Центре дополнительного образования «Сергей». Более 30 лет и единственная запись в трудовой книжке. В сюжете в конце программы расскажем о первой женщине-строителе Нерюнгри. Это итоги дня. Продолжаем программу. В Якутии продолжается рост заболеваемости ОРВИ. По данным лабораторного мониторинга, циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Это парагрипп, аденовирусы, РЦ-вирусы. На сегодня профилактическими прививками против гриппа охвачено более 429 тысяч жителей региона, что составляет 44% населения. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по республике. Теперь об эпидобстановке. За сутки в Якутии выявили 178 новых случаев COVID-19, из них в Якутске 98. В Нерюнгринском районе 10 случаев, в Нюрбинском 9, в остальных районах Якутии от 1 до 6 случаев. Зарегистрировано 3 летальных исхода от COVID-19. Лаборатории региона провели почти 6400 исследований на коронавирус. Как сообщили в оперативном штабе, на этой неделе будет подписано соглашение с Минздравом России о выделении Якутии дополнительных средств на амбулаторное лечение больных COVID-19. Также на этой неделе за счет резервного фонда регионального Минздрава начнутся поставки дополнительных кислородных мощностей и аппаратов искусственной вентиляции легких в медучреждении Якутии. Между тем, оперативный штаб напоминает, что во время осенних каникул необходимо контролировать и обезопасить детей, чтобы ситуация с распространением COVID-19 не ухудшалась. На настоящий момент в ряде районов республики дети находятся на каникулах. И вот здесь, в данной ситуации, и оперативный штаб управления Роспотребнадзора, и я думаю, что оперативные штабы на местах призывают все-таки соблюдать те ограничения, которые не позволяли бы сегодня нашим детям, соответственно, где-то находить возможность получить вирус, занести его в семью, а в дальнейшем уже непосредственно и в дальнейшем, когда школы откроются, в школы. Ранее оперативный штаб сообщал, что изменился контингент заболеваемости COVID-19. Чаще болеть стали люди старше 60, имеющие хронические заболевания. Как распознать коварный вирус, расскажет Сарглана Неустроева.
Казалось бы, все необходимые меры предосторожности для борьбы с коронавирусной инфекцией уже прочно вошли в жизнь каждого. Однако, что мы знаем о COVID-19 сегодня? Предлагаю вам важные факты, которые озвучил Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии. Во-первых, при ковиде выработка белка иммунной системы нередко происходит отсроченно, ближе к началу второй недели заболевания. Таким образом, иммунитет начинает реагировать, когда вирус уже размножился, что зачастую и приводит к поражению легких. Основной путь распространения инфекции – воздушно-капельный. Во время разговора при каждом выдохе выделяется более 200 вирусных частиц. Самое активное размножение вируса на первой неделе болезни происходит в носоглотке. Заболеваемость также зависит и от погоды, как в случае с другими респираторными вирусными инфекциями. Человек, подхвативший коронавирус, становится максимально заразным за 2 дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем высокое выделение вируса наблюдается за 3-4 дня до появления симптомов, редко за 7 дней и в течение первых 5 дней болезни. У больных со средне-тяжелой и тяжелой формой заболевания выделение вируса может сохраняться до 20-го дня болезни. При этом тяжесть инфекции зависит от количества попавшего в организм вируса. Поэтому маску необходимо носить всем. Также положительный результат ПЦР-теста на ковид не всегда означает, что человек заразен. Оценить жизнеспособность вируса через мазок носоглотки или ротоглотки нельзя. Тем не менее, обратной гарантии нет, поэтому для предотвращения распространения инфекции необходимо соблюдать самоизоляцию. Противовирусные препараты могут быть эффективны в самом начале болезни. Гормональные противовоспалительные препараты обычно назначают при гипоксии, то есть недостатке кислорода в организме. Также при лечении особенно тяжелых пациентов важно применять тактику антикоагуляции. Речь идет о назначении кроверазжижающих препаратов, снижающих риск образования тромбов. Последнее и немаловажное. Ношение масок – самый эффективный и простой метод профилактики COVID-19. Формат онлайн-обучения успешно используют педагоги Центра дополнительного образования СРГ в городе Ленске. Для своей деятельности они задействовали все популярные интернет-платформы, мессенджеры, соцсети. Количество просмотров их уроков растет с каждым днем, а виртуальных учеников прибавляется. С педагогами встретилась Анна Кожевникова. 25 тысяч просмотров на Ютубе за время дистанционного обучения заработал Центр дополнительного образования СРГ. Этот новый учебный год пришлось продолжить в формате онлайн-обучения. Но педагоги, уже имея опыт такой работы, были готовы. Смотрим. Нога. Назад. Нога. Назад. Марш. Посмотрели. Несмотря на сложности пандемии, в СРГ появились новые направления. Это студия гитары для взрослых и детей, школа КВН, движение «Я волонтер», хендмейд-студия «Арт-декор», тоже для детей и взрослых, студия классического танца для детей с 4 лет. А на базе станции юных натуралистов студия ландшафтного дизайна с использованием учебно-опытных участков и туристско-краеведческое направление, в рамках которого будут проходить экспедиции по родному краю. Набирают обороты и спорт-направления. Это аэробика, это растяжка, это силовой тренинг. Так как открылись мы только в этом году, очень пользуется спросом. Людей в основной набор 60 человек, и взрослая, и детская группа, то есть взрослых 47, и детей 13 человек. И в резерве еще около 30 человек. С помощью Инстаграма, Ютуба и Zoom, а также соцсетей, мессенджеров происходит общение и обратная связь не только участников фитнес-студий, но и всех других секций. Также мы используем ресурсы такие, как Instagram, WhatsApp для обратной связи, платформу Zoom, где раз в неделю педагоги все равно встречаются с обучающимися для онлайн-встреч, для обсуждения каких-то интересных вопросов, интересных людей. Плюс еще используем для обратной связи, когда дети записывают интересные видео, сами выполняют задания. Популярные сети – это TikTok, лайки, точнее, и так далее. Евгения Дуплинская отметила, что в этом году коллектив стал более опытным в разработке уроков онлайн-обучения и заранее подготовился к новому формату работы. К тому же все летние площадки отдыха проходили в дистанционной форме, а сразу весной, как только стал вводиться новый способ работы, педагоги прошли курсы повышения квалификации, где обучились навыкам дистанционного преподавания. Ну а секции в онлайн-формате стали не менее популярные, чем традиционные. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
5 нарушений санитарных норм зафиксировали на теплых автобусных остановках в Якутске. Столичная мэрия проверила 2 десятка закрытых залов ожидания. Из них в ходе рейдов 5 выявили нарушения санитарно-противоэпидемических требований, 3 из них в Гагаринском округе. В Сайсарском округе остановка, арендуемая Горпечатью, из-за смены арендатора в Строительном округе временно закрыли остановку «Архив». По словам руководителя управы, в ней есть замечания по уборке снега. Сегодня там работают дворники округа. В настоящее время в Якутске эксплуатируется 32 теплые автобусные остановки. Отмечается, что подавляющее большинство проверенных теплых остановок находятся в удовлетворительном санитарном состоянии, говорится в сообщении городской администрации. Последний в России гражданский Ту-154 сегодня совершил свой заключительный перелет. Судно, принадлежащее авиакомпании «Алроса», выполнило 2-часовой рейс из Мирного в аэропорт Толмачево, Новосибирск. Куда доставило 140 пассажиров. Поднять самолет в заключительный рейс доверили опытному экипажу. Воздушным судном управляли пилоты первого класса, имеющие за плечами 18 и 10 тысяч часов летного времени. У последнего Ту-154 заканчивается действие сертификата летной годности, поэтому решено было отправить его на заслуженный отдых. В столице началась продажа билетов на фильм «Тыгын-Дархан». Картину покажут в кинотеатре «Лена». Сеансы начнутся с 4 ноября. Напомним, что «Тыгын-Дархан» – это самый долгожданный якутский фильм этого года. Режиссер Никита Аржаков. Якутия стала литературным флагманом России. Подведены итоги 6-го всероссийского конкурса «Самый читающий регион». В этом году победителем и новым литературным флагманом России признана Якутия. Сообщается на сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Лауреатами 2020 года объявлены Астраханская область, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. Наш следующий сюжет о женщине, освоившей мужскую профессию. Нерюнгринка Дарья Татаринова родилась в селе Антоновка Нюрбинского района. В 1985 году по комсомольской путевке в компании 4 подруг из Якутска отправилась в Южную Якутию. О первостроителе Нерюнгри с единственной записью в трудовой книжке Ирина Кичигина. После школы Дарья уехала в столицу Якутии поступать на исторический факультет. Но поступить не удалось, поэтому отучилась на парикмахера. И нас 5 человек отправили по комсомольской путевке, помпезно, с оркестром, музыкой, во всех газетах, вот комсомольцы там, добровольцы. Работы на новом месте по профессии не нашлось, но после таких проводов обратного пути уже не было. Удалось устроиться сначала кочегаром, а потом, когда котельные заменили тепловые пункты, переучилась на оператора. Дальше в течение нескольких лет предприятие меняло название, формы собственности, а Дарья оставалась на своем месте, верна профессии. 2010 года, уже вот 10 лет, я работаю слесарем. В старом городе, там есть насосная станция, которая подает тепло на промышленную зону. Это обогатительная фабрика, нефтебаза и ВВ-склады там. Там работа, значит, как бы мужицкая, я работаю с мужчинами. Сначала жили в бараках старого города, а в 1977 году дали жилье в благоустроенном доме в Нерюнгре. Тогда же родился первенец. В 1980 году родилась дочь. И жизнь пошла своим чередом. Дети обрели семьи, родилось 3 внуков. Сразу первое впечатление строгое, думаю, строгое. Но потом все нормально у нас. Хорошие отношения. Как с мамой. Нормально все. Когда нам нужно, она нам помогает с детьми, а когда ей нужна помощь, помогаем мы всегда. Родом из Нюрбинского улуса Дарья Петровна по вере христианка, но чтит традиции предков. Поэтому в ее доме много национальной посуды, атрибутов и 4 национальных костюма. Первый костюм у меня был сшит, что интересно, в Нерюнгре русская женщина. У нас в Нерюнгре нет швей хороших, именно якутской одежды. Первые 2 костюма шила она мне. 3-й костюм я уже шила в Якутске. 4-е платье тоже я приобрела уже в готовом виде в Якутске. И веер тоже вот атрибутика такая красивая для женщины. Я заказала в Татинском улусе. А еще Дарья Петровна в свободное время делает цифровые открытки для друзей и близких. Так что мужская профессия никак не мешает ей оставаться прекрасной и всегда молодой женщиной. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри.
И главные события среды. Наш телеканал продолжит следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.